Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно. Антон Макаренко. Лекции о воспитании детей. Педагогическая поэма Макаренко является практически пособием по воспитанию полноценного гражданина общества. Роман – одна из жемчужин советской литературы. События, описываемые в романе, автобиографичны, герои носят реальные имена. Поэма была создана фактически по горячим следам, непосредственно в жизнедеятельности колонии. Все началось в сентябре 1920 года, когда Антона Семеновича Макаренко вызвали с поручением создать школу для несовершеннолетних. Школа создавалась недалеко от Полтавы для несовершеннолетних преступников, совершивших разбои, воровство и неспособных жить в обществе. Несколько месяцев потребовалось, чтобы привести в порядок бывшую царскую колонию для малолетних. В начале декабря 1920 года в школу прибыли первые воспитанники. Помимо самого Макаренко, педагогический коллектив колонии состоял из 2 воспитательниц. Первыми воспитанниками колонии стали 6 ребят, 4 уже было по 18 лет. В 1923 году колония переезжает в заброшенное имение. Здесь колонисты реализовывают свою мечту о сельском хозяйстве. Отношение ребят колонии совершенно другое. Они считают ее своим домом и вносят вклад в обустройство быта и коллективные отношения. Ребята постепенно осваивают рабочие специальности. У воспитанников колонии появляется новое увлечение – театр. Они ставят спектакли, приглашают местных жителей. Постепенно театр приобретает настоящую популярность. Также воспитанники начинают вести переписку с известным советским писателем Максимом Горьким. На протяжении 7 лет Антон Семенович руководил детской коммуной ОГПУ имени Дзержинского. В результате давления Макаренко пришлось оставить колонию. Макаренко совместно со своими сторонниками смогли сделать из огромного количества оступившихся мальчиков и девчонок полезных членов общества. Вклад Макаренко в воспитание детского коллектива и педагогику в целом очень велик. Педагогическая поэма – это образец огромного и при этом невероятно значимого великого труда педагога, граничащего с подвигом. Книга адресована родителям, педагогам, студентам педагогических учебных заведений, а также всем интересующимся вопросами воспитания.